Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаляму аля Расулихил Карим, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Детям говорить об исламе нужно, когда ребенок внутри мамы находится. Вот ребенок внутри мамы, и уже идут беседы с ним. Уже мама читает ему Коран по вечерам, да? Она не музыку там слушает, там дун-дун-дун, да? А читает Коран. Папа приходит, здоровается с ним, говорит: ассаляму алейкум, улам, саляму алейкум, казам, балам, да? Обращение идет к этой личности, которую ждут на этой земле. Чтобы его приход был легче, и чтобы этот ребенок уже шел внутри молитвы. Когда ребенок рождается, вот все поведение родителей друг с другом, общение с обществом, как они в социуме общаются, ребенок все это видит, он все это впитывает. Нужно всю любовь свою в него вкладывать. Именно любовь, именно то, что он должен чувствовать себя в заботе, внутри заботы. Если мы смогли стать для наших детей авторитетами, если мы смогли сделать так, что ребенок в трудной ситуации идет к нам, к своим родителям, задает вопросы, тогда вы в любой момент сможете ему рассказывать и о Всевышнем, и о религии, да, и о том, почему ты читаешь намаз. Что мы обычно как делаем? Ты должен читать намаз. Ребенок говорит: с какой стати я должен? Я тебя родил. И что отвечают современные дети? Не надо было. Я не просил. Да? А вопрос, когда мне очень ценно видеть, что мой ребенок читает намаз. Для меня это очень приятно. Я Бога благодарю за то, что ты появился на этот свет. Я Всевышнему благодарен, что ты пришел к нам в нашу семью. Если ребенок видит, что родителю это ценно, он тоже будет это брать. Если ребенок не видит ценности в этом, он не будет это принимать. Если мы смогли стать для них примером, да, положительным примером, тогда дети будут нас слушать, тогда дети будут и читать намаз, и ходить в мечеть и так далее. К тому же не нужно забывать само обращение пророка Мухаммада алейхиссалям к детям. Что говорил посланник Божий? Когда дети приходили в мечеть, как он вел себя? Он даже останавливал проповеди, когда ребенок заходил. Что-то говорил ребенку. Намаз заходил, внука своего сажал на плечи и заходил на намаз в мечеть. Когда говорил азан, сахаби говорили, что когда был сказан азан, мы думали, что сейчас пророк Мухаммад алейхиссалям спустится. Нет, не случилось. Когда камат сказали, наверное, сейчас уже. Нет. Когда на намаз вставали, уже вот-вот должен. Нет. И он, когда читал намаз, когда шел в рукух, он спустил его, сделал рукух, сажда, после этого опять посадил на себя. Что это говорит? Вот ребенок, он жил внутри молитвы, внутри религии. А у нас человек начинает намаз читать, все начинают: ну, детям, ну-ка, крымэга зулбульмэга, не заходите в эту комнату, не мешайте молиться ему. Ребенок мешает, он понимает прямые слова. Я мешаю папе или маме молиться. Зачем тогда нужна такая религия, раз я становлюсь помехой? Поймите, каждое слово ребенок отслеживает. Это очень важно. Занимайтесь воспитанием своих детей. Не приказами: ты должен, это должен, кто-то должен. Никто не любит, когда ему говорят, что ты должен. Кстати, сами сравните. Если тебе кто-то приходит и говорит: ты должен, как мы реагируем? Многие говорят: ну слушай, я никому ничего не должен, я в долги не брал. Я должен только Богу. Это еще более-менее человек, который приходит к религии, говорит такие слова, да? А я тебе ничего не должен. И ребенок, он не воспринимает эти слова. Я должен. Мне бы хотелось. Говорите о своих чувствах. Он больше будет слышать вас. Он больше будет впитывать эти слова, когда вы начнете говорить о своих чувствах. Тогда ребенок будет делиться с вами своими чувствами. И тогда вы будете все проблемы в его жизни, и радостные дни, и горестные дни, вы будете знать, потому что он в первую очередь придет к вам и будет спрашивать совета у вас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.